Вы когда-то мечтали быть юристом, а в итоге вы стали супертворческим человеком. Ой, знаете, творческим человеком я стала уже 51 год. Я написала первую песню. До этого я ни за столом, ни на сцене никогда не выступала. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5 этаж. МГС Мебель для жизни. Здравствуйте, уважаемые телезрители и сәлемсіз қадірлі дуслар. В эфире программы «Секреты татарской кухни». И у нас сегодня в гостях автор-исполнитель Роза Мустафиева. Здравствуйте. Здравствуйте, Русланке. Халлеріңіз нешек? Аллаха шикер, все хорошо, спасибо. Класс. Это вот маленький мой подарок на чай. Чай попить. Это мой любимый торт Наполеон. Рахмет, И спасибо. вот диски, которые выпущены были за время моего начала творчества. Можешь ознакомиться, послушать, посмотреть. Там видеоклипов у меня очень много. Роза Мустафиева, автор-исполнитель татарских песен. Родилась в деревне Старая Ермакова Камышлинского района Куйбышевской области. Окончила Самарский технический университет. В своей трудовой деятельности работала на КАМАЗе, занималась торговлей, бизнесом, сейчас на пенсии. В 51 год занялась творчеством, начала писать и исполнять свои песни. Сейчас у нее около 150 песен. Также Роза Мустафиева сама снимает и монтирует свои клипы. У меня, знаешь, еще один подарок есть. Так, Да. Вот как ты думаешь, что за ягоды? ну, это калина. Калина. По-татарски это балан. Балан, да. Так, смотрите, мука, молоко, масло. Я думаю, что это будет тесто, и, может быть, мы будем готовить балан бәліші. Да. Прекрасно, прекрасно. Мой самый любимый балан бәліші. Вот в детстве у нас мама готовила это у всех татар, во всех татарских семьях, деревнях. Так, для того, чтобы начать делать тесто, вот маргарин. Маргарин надо растопить его. Так, хорошо. Вот. Пока маргарин, значит, топится, мы кефир наливаем 200-250 миллилитров. Так, а туда- чей это рецепт, скажите? А, это мамин рецепт, да, или нет? Вы Или знаете, вот как не, так сказать, обидно, почему-то у мамы вот мы рецепт не записали. Я Так. сама из-за того, что люблю калиновый пирог, Ага. сама там мудрила, добавляла и так пробовала делать, и так. Делала иногда и пресное тесто, песочное тесто. Так. Это получается на основе моего опыта. Ага. Вот то, что я готовлю. Не знаю, я надеюсь, вам тоже понравится. Да, я уверен в этом. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5 этаж. МГС Мебель для жизни. Так, значит, это кефир. Кефир мы добавляем, значит, соли. Чуть-чуть, да. Давайте я вам подам, Да, чтобы да. поближе. Вот, где-то вот так. Этого достаточно. Да. А сахара Значит, будет сахара побольше. где-то, наверное, надо будет где-то 100 грамм. Ну, где-то 5-6 ложек. Все, прекрасно. Раз. 5-6 ложек 2. сахара. А вообще, вы любите татарскую кухню, нет? Ну, я на татарской кухне выросла. Это понятно, все Да, вырастают в татарской. особенно я деревенская. Но, естественно, самые мои любимые блюда – это бялиш. Вот. Бялиш я и люблю, когда туда еще ложат немножко гусятину. Так, да, Она гусь. особенный вкус дает. Вот, Руслан, у меня вроде бы сахар растворился. Так, а у меня маргарин растопился, Ага. Ну, смотрите. тогда сейчас маргарин остужаем. Все, убираем Так, немножечко. и, значит, я сюда дальше добавляю соду. Где-то половинку или одну чайную ложку. Так. Гашеную уксусом, да, я немножко гашу его. Так, давайте. И оп. Все, пошла реакция. Все Вот. понятно. Так, это значит мы Давайте я убираем. уберу. Еще добавляем разрыхлитель. Буквально одну чайную ложку, даже меньше. Ну, вот здесь как раз Да. чайная ложечка, мы тут уже все подготовили. Так. Когда вы начали готовить вообще? Когда научились готовить? Скажите, пожалуйста. Ну, готовить уже в какой-то степени мы, естественно, с детства уже умели. Что-то деревенские все-таки, ол кызлары. Мы уже все видели, все смотрели, всему научились.
Ну, а вот вплотную так с тестом работать уже очень серьезно я начала уже после 40 лет. Так, а маргарин добавляем Давай, или нет? добавляй, я буду перемешивать. Оп, есть. Ой, красота какая у нас тут с вами получается. Вообще невероятная. Мгм. Будем надеяться, еще и вкусные. Конечно, Не вкусно. только красивые. А если мы вернемся к детству, то кем вы мечтали быть в детстве? Скажите, кем вы хотели стать? Ну, знаете, вот детство было у меня очень тяжелым. Поэтому я мечтала вырастить, мечтала уехать из дома, Так. выучиться на юриста. Но сразу и на юриста не получилось. После окончания школы мама сказала, учиться не будешь, потому что другая сестра должна получить высшее образование, Так. а ты иди работай на фирму. Я сказала, Ага. я тоже учиться хочу. Она сказала, не хочешь. Несправедливо. Ну да, ну вот Несправедливо. я у нее втихаря сделала документы, ну, будем так говорить, не украла уж, взяла без спроса 10 рублей. Так. 10 рублей это не маленькие деньги были. Ага. И отец сказал, если хочешь учиться, Езжай и учись. езжай в Самару, мы 165 километров с Самары. Так. И вот я поехала, поступила, сначала подала документы в педагогический институт, Так. потом смотрю, из нашего выпуска 22 человека документы подали в политех. А я Так. что, одна там должна учиться, что ли? Я недолго не думая взяла документы из политех, из педагогического, и отдали в политех. историко-филологический факультет и подала. Ага. Вот. Извините, я вас перебью немножечко. Мы дальше что добавляем? Так, Что-то да, или да, нет? сейчас я это, все-таки у меня ногти немножко накрашенные. Так. Я одену перчатки, а я тебе, значит, попрошу сделать Так. вот что. Вот у нас есть начинка, которую я приготовил, домашняя заготовка, да? Туда сейчас надо добавить немножко крахмала. Вот у нас крахмал. Есть, Его всё нужно есть растворить. у нас. Так. Буквально чуть-чуть добавляй водичку и чуть перемешивая. Он должен быть чуть-чуть жиже, Сюда чем добавляем, сметана. да, водичку? Да. Хорошо. Да. Так, ну и значит, поступили вы в политех. Политех закончила, работала я 5 лет, и уборщицей работала, и почтальоном там, и грузчиком, все, училась и работала. Получила образование инженера-химика-технолога, приехала в Челны, устроилась на работу на КАМАЗ, отработала, замуж вышла, ребенка родила. Кстати говоря, моего сына зовут точно так же, как вас. А юридическое образование вы когда успели получить или нет? Да, я получила юридическое образование уже больше, когда мне было уже больше 30 лет. Выучилась на юриста, но изменить людей, изменить этот мир я не смогла. Но зато вы сами поменялись в другую сторону. Вы когда-то мечтали быть юристом, а в итоге вы стали супертворческим человеком. Ой, знаете, творческим человеком я стала уже 51 год. Я написала первую песню. До этого я ни за столом, ни на сцене никогда не выступала, ни художественной самодеятельности не Сейчас я, Руслан, хочу тебе рассказать, как начинку делать надо. Давайте. Вот Да. потому что вы уже все-таки готовую начинку принесли, Да, а да, все-таки да. как она делается? Потому что процесс очень долгий, поэтому я готовую принесла. Вот калину очищаем, да, По-моему, все прекрасно здесь. Начинкой вообще. промываем, потом жаропрочную посуду, закрытую, ну, чугунную, наливаем воду Так. и ставим в духовку 190 где-то 160 градусов на 2-3 часа. Где-то за полчаса до готовности, значит, мы что делаем? Мы туда добавляем сахар. Вот на 1 килограмм где-то 1 стакан сахара. И еще полчаса держим, перемешиваем хорошенько, растворяется. И вынимаем оттуда. Так, И, остужаем. значит, остужаем. И вот как добавляем Крахмал. уже крахмал. Калина вообще очень полезная вещь. Вот я сама лично калину употребляю это рассол пью, для того, чтобы понижать давление. Давай, Руслан, мы с тобой тесто разделим пополам. Давайте. Тесто у нас готовое. Оп. Оно не прилипает, получилось хорошим. Вот, держим. Почему я пополам делю? Это я хочу готовить так, как мне мама готовила. Она готовила 2 в одной сковородке. Ну, у них форма не прямая, а полумесяц. Полкруг. Да, Ага. полукруг. Вот я такой и хочу изготовить. Интересно. Честно говоря, у нас так никто не готовил. У меня уже тесто одна половинка готовое. Так. Ты знаешь, у нас в татарской, так сказать, литературе очень много стихов, песен про калину. Вот. Я знаю одни стихи. Венера Фаттаха. Я прочитаю? Конечно. Аче. Ну, по-татарски, конечно, говорится Аче. аче. Но у нас наполовину
Мишарская деревня, поэтому Так. я буду читать так, как я в деревне привыкла. Прекрасно, давайте. Очы, балан теме очы. Капкан сайын тіліне очыта. Очы болсын, әмі аны көру күңілләріне нектір яш ите. Балан болып йылый минем күңіл, қар үстіне түшә хисләрем. Балан болып йылыйм, кызылайтып ак қар үстләрен. Всё? Ну, смотри, Руслан, у нас получилось 2 кружочка. Так. Так, сейчас мы, значит, складываем начинку и складываем все в противень. Угу. Сначала Сковородку, начинку. сковородку. Сначала начинку, да? Сначала начинку, да. Так. Вот начинку, значит, мы будем складывать немножко вот таким образом. На одну половину. Так. А второй половинкой будем накрывать. Да, Правильно да, ведь? да. Мгм. Вот видишь, как ты хорошо соображаешь. А расскажите, пожалуйста, когда вы написали первую песню? Короче, поехали к Камышлу, и вот я зашла в кладбище, а там могила одного очень молодого парня, 24 года, умер он. И вот могила этого парня украшена цветами, украшена стихами, там такие стихи, я читаю и плачу, читаю и плачу. И вот домой приехали в Челны, ночью вот кто-то меня толкнул, я сама не знаю, села, достала этих стихотворений, фотографии, и к утру получилась уже шарманка, песня такая. А потом думаю, господи, это же песня как бы получилась. Пошла искать, как эта песня вообще делается, узнавать, узнала про аранжировки там, и получилась первая песня. Как она И вот называлась? она называлась «Она сагышы», была посвящена матери, которая потеряла единственного ребенка. Ну, это была такая песня, как раз у меня соседка Таня. Ага. Я думаю, я же песню написала, это же для меня такое, так сказать, событие. Так, и вы пошли к соседке. Я к соседке делиться. пошла делиться, да. И вот Татьяна говорит, пошли, говорит, чай попьем. Она ко мне пришла, и я тихоря включила музыку. Я говорю, давай песню послушаем. Как будто бы просто музычка, как будто просто песня. И главное, мы сидим, чай пьем, и она плачет. Я говорю, Таня, ну такая жалобная песня, говорит, наверное, кто-то умер. Ну, я поняла, что это уже, так сказать, что-то значит. И потом еще клип сняла сама на эту песню. И вот там главную роль играла Римма, моя очень хорошая знакомая, которая действительно потеряла своего сына в очень молодом возрасте. Я могу вас попросить исполнить эту песню здесь? Вот, Да. ты знаешь, я, конечно, не певица. И вообще вот Салават говорит, мингер джерчетугль, мин джерлауча. Ага. Да? Вот поэтому уж я 51 год, у меня таких больших вокальных данных нету. Если что не получится, без аранжировки, тем более здесь, без музыкального сопровождения, не обессудьте. Я уверен, что у вас все получится. Terezeden küzün almıyana, taң atkanшы керфек какымый ул. Яшли кеткен ғазиз бала қойы, бір нәрсе де ішлеп болмай шул. Я не могу эту песню даже. Прекрасно. Смазываем маслицем. Чуть-чуть. Надеюсь, аппетитные, вкусные. Мы же старались. Тесто- Мы же старались. Мы приложили. Тесто полноценное получилось от души. Мы столько хороших слов туда добавили, столько хороших пожеланий. Да. Да, хороших, так сказать. С хорошим настроением, да, самое главное, все позитива. это делали. Ага. Сейчас мы должны отправить его в духовку на полчаса на 190 градусов. Полчаса, 190 градусов, отправляем в духовку. Ну. Друзья, мы прервемся на небольшую рекламу. После этого вернемся и продолжим готовить. Балан бәліші – пирог с калиной. Для начинки калину залили небольшим количеством воды и отправили в духовку на 2-3 часа. Затем добавили сахар, крахмал и хорошенько перемешали. В стакан кефира смешали с сахарным песком, добавили растопленный маргарин, разрыхлитель и соду. Затем постепенно добавляли муку, пока тесто не станет достаточно плотным и эластичным. Подготовленное тесто разделили на 2 равные части и раскатали их в лепешки. На одну половину каждой лепешки выложили подготовленную начинку из калины, накрыли второй половиной лепешки и защипали края. Обе половинки пирога выложили на смазанную растительным маслом сковородку и отправили в духовку на 30-40 минут.
Друзья, ну что ж, мы вернулись. Это секреты татарской кухни. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях автор-исполнитель Роза Мустафиева. Мы уже, значит, засунули в духовку наш балан дальше. Да, ну Так. это к чаю. Так. А я еще хочу тебя накормить. Ой, спасибо. Я Да, не против. Вот я, значит, предлагаю тебе котлеты. Я не знаю, вот эти котлеты где-то есть, они нет. Я сама придумала. Так. Так-то оригинально его назовем как-нибудь. Ага. Это котлеты с картошкой. Значит, для этого мы берем 2 вида фарша, желательно птицу и говядину. Так. Для чего мы птицу берем, чтобы фарш был помягче. Угу. И Вот, посочнее, ага, возможно, да, да. даже. будет, Давай да. какую-нибудь посуду возьмем, мы сейчас все перемешаем. Так, держите. А у тебя будет другая задача. Какая? Ложечку дай, пожалуйста. Большую? У тебя вот картошка есть уже почищенная. Угу. Так, картошечку надо будет натереть на терочке. Так. Соль добавляю Соль, по давайте вот вкусу. вам соль, Опять-таки перец. все на глаз, я не знаю Всё там есть. сколько чего. Все-таки соль я не очень люблю. Ложим Ага. перец на глаз, Так. тоже все на глаз. Картофель кто весь, любит который у нас поострее, почищен. тот любит побольше, я люблю поострее. Давайте, я тоже люблю пострее. Во. Все нормально. Так что наши вкусы здесь с вами Да. совпадают. Вот посмотри, Руслан, у меня уже получился фарш однообразный. Так. Вот. А у что меня там у тут тебя? картошка, смотрите, все Так, готово. Вот давай сделаем так. Вот эту картошку хотя бы минут на 5, на 10 надо положить в холодную воду. Я это обычно делаю для чего? Чтобы все Крахмал. растворимые в воде крахмалы, Ага. неорганические вещества вышли в воду. А дальше, значит, Руслан, тебе нужно будет порезать лук. Можно его через мясорубку. Да нет, я уже привык. Вручную. Ну, надо очень мелко-мелко. Только вам прямо нужно будет сейчас какой-нибудь... виртуозно Вам сделать. нужно будет петь какую-нибудь песню, чтобы я прикинулся, что я от песни плачу, понимаете, а не от лука. Я только что спела эту песню, поплакала уже и как-то это. А кто вообще ваши песни поет, кроме вас? Ну, сначала, конечно, я пела только сама, потом Так. уже я познакомилась с артистами. На сегодняшний день вот песни мои спели, значит, Эльмира Нагимова, Так. Эльмира Сулейманова, Ирке, Равиль Галиев 2 песни мои поет. Группа Чулман Козлары, Яна Биулина поет. Много, сейчас Ну, всех много песен, да. артистов, да, согласен. Они сами к вам приходят за этими песнями или все-таки вы ищете сами, кому бы продать эту песню? Вы знаете, Может вот- быть, вы специально под кого-то пишете да, эту песню? Да. Вы знаете, у каждого певца есть свой стиль, есть диапазон голоса, есть тональность, в котором они поют, и есть еще и тема, в которой они поют. Вот, например, Энвер Нургалиев, да? Вот я на него смотрю, да, вот Аллах дал же одному человеку красоту, Так. такой голос шикарный, да, такой хороший характер. И вот почему я не всем не разделила? Вот, естественно, для Анвара Нургалиева идут совершенно такие песни. Он так все песни красиво поет. Так, я нарезал лук. Все хорошо. Сейчас промываем картошку. Так. Он уже минут 10 стоял. Всё, а я в это стоял. время добавляю мякоть хлеба немножко. Отлично. У вас же еще, помимо песен, у вас еще и клипов много. Да, Я слышал такую информацию, что вы сами снимаете себе клипы. Это так? Да. Первый клип мне снял мой сын. Он мне очень сильно помогает в моем творчестве. Он снял на 8 марта 2007 году первый клип и подарил мне. Тогда Ага. еще это был не моя песня, чужая, просто мне подарок сделал. Ага. И вот после этого я заинтересовалась. Я поняла, что клипом можно передать больше, чем когда поешь. Эмоции можно, выражение там. И я, недолго думая, мы с ним решили, подумали и начали изучать, так сказать. Так, давай сюда. Добавляем весь картофель. Все, весь картофель, да. Так. Изучили этот вопрос и в купили итоге... камеру Так. и начали изучать, снимать. Много клипов у меня снятых мною самой. У меня где-то только 2-3 клипа снятые профессиональные. Так. За И вы деньги. сами же, получается, сами же монтируете все. Монтаж делаю, да, сценарий почти всем я пишу сама. Ага. Вот. Так, лук добавляем? Лука, конечно, это много. Ничего страшного, мы добавим сколько нужно. Я просто резала. Да, и резала. 2, что ли? Я думала, ты один порезала. Ничего страшного. Давай половиночку. Давайте, половинку.
А еще чеснок, вот эти 2 штучки, Так. надо выдавить надо. Выдавить. Да. Есть. А я пока добавляю яички. Где-то у нас была. Вот у нас такая очень классная чеснокодавилка есть. Опа. Вот я очень люблю добавлять во все вторые блюда чеснок, потому что лук, они очень полезные продукты. Сейчас мы с тобой давай противень будем Так. складывать и будем печь. Будем печь в духовке. У нас вот такая сковородка, но у нее ручка хоп-хоп и отстегивается. Ага. И Ну, вот смазываем. немножко смазываем, Чуть-чуть, да? Прям совсем да, чуть-чуть? еще немножко, чтобы прямо до сюда Давайте, дошло. давайте, Чуть-чуть давайте. побольше надо будет. Как скажете, так и сделаем. Всё, Смазали? начинаем, значит, уже складывать. Ага, Роз, ну смотрите, еще один у меня есть вопрос по вашему творчеству. Я знаю, что вот, ну, помимо таких вот песен, вы еще и религиозные песни пишете очень много. Религиозные песни я начала писать тогда, когда вот уже начала писать песни сразу. Так. Потому что вот кто меня разбудил ночью и посадил писать песню? Первую песню. Да. Я вот, конечно, думаю, что это наш Аллах Тааля. Ага, То, что песню начала писать, это было начало выхода из депрессии. так. Первое лекарство вывода из депрессии – это работа и труд. Работа и труд, надо себя заставлять. Не хочется там, конечно, Чтобы ни не кушать, оставалось ни спать, время ни уже на эту работать, ни депрессию, жить не да. хочется. А вот надо заставлять работать. Ну вот, Руслан, смотри, какие красивые котлеты получились. Так, ну что, отправляем наши котлетки в духовку Да, до готовности всё. и будем уже пробовать в конце концов, да? Котлеты. Смешали вместе куриный и говяжий фарш, добавили измельченный репчатый лук и натертый на терке картофель. Приправили солью и перцем. Добавили разбоченной в воде хлеб, 2 яйца и хорошенько перемешали. Из полученного фарша сформировали небольшие котлетки, обваляли их в панировочных сухарях, выложили на смазанную растительным маслом сковородку и отправили в духовку на 40-50 минут. Ну что, дорогие друзья, мы все приготовили. У нас, по-моему, все Да, прекрасно такой получилось. аппетитный получился, котлеты такие, Да. пирог такой вообще обалденный. Пришло Я время уверена, что очень пробовать. вкусный. Я тоже в этом уверен. Давайте, начнем с котлеток тогда, Давайте попробуем. да? Так, ну-ка. Это должны быть очень нежные, очень сочные котлеты. Так оно и есть. Так оно и есть. Слушайте, ну вот котлетки с картошечкой. Ну, это же прям прекрасно, прекрасно. А еще и со Главное, свежими. картошку незаметно, да? ведь? Абсолютно, То есть да. Вкус мяса. Ну, все это со свежими овощами. Друзья, ну, это очень просто готовится. И самое главное, очень вкусно. Так, теперь приступим к десерту. Балан бяльши. Ой, в разрезе он такой красивый. Смотрите, какой. Еще сахарной пудрой посыпали. Ну, давайте пробовать. У меня мама точно такие же делала. Даже вкус детства чувствует. Это вообще, это просто прекрасно. Ну, во-первых, спасибо вам огромное, то, что вы к нам сюда сегодня пришли. Было приятно с вами познакомиться. Спасибо, что спасибо. поделились своими секретами со мной лично и со всеми нашими телезрителями. Я всем вам желаю здоровья, счастья и долгих лет. Будьте здоровы. Да, друзья, и как всегда, не забывайте смотреть нашу передачу каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Ну, и еще одну песню, пожалуйста, в конце. Я вот, женщина пенсионного возраста, написала песню про пенсию. Ялға шықтым пенсияда ақша аламай сайын. Бір мезгілге көрінеді жоғалады табыс жайын. Пенсия, пенсия, бәлкәшім берсия. Нешіктіні ой бойына яшар яулап шығам. Жетәйді дәрісі, япырақ болып бақшада. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе.
faydalı.